Всем миру, друзья! Сегодня поговорим о геноциде черкесов в русско-кавказской войне. Алга. Русско-кавказская война была одной из самых кровопролитных войн и самой длительной в истории России. По утверждению одних исследователей, война велась с 1763 года, с момента закладки России города Моздока на кабардинских землях. По утверждению других авторов, она длилась с 1816 года, со времени назначения генерала Ермолова наместником Кавказа и командующим Кавказской армией. Независимо от даты ее начала, в этой войне решался вопрос, кому должен принадлежать Кавказ. В геополитических устремлениях России, Турции, Персии, Англии и других это имело принципиальное значение. Кавказ в условиях колониального разделения земного шара ведущими мировыми державами не мог оставаться вне пределов их соперничества. Однако, когда речь заходит о Кавказской войне, ужасает, как правило, не сам факт и причины, а методы, которые были использованы. В частности, речь идет о методах завершения войны на землях Западной Черкесии в 1860-64 годах. Именно они привели к трагедии черкесского народа. Поэтому и мир на Кавказе, провозглашенный в районе Кваабы, Красная Поляна, на берегу Черного моря, наместником Кавказа, командующим Кавказской армией и великим князем Михаилом Николаевичем, братом царя Александра II, могли услышать только 3% черкесского этноса. Остальные 97% из 4-миллионного черкесского населения, по данным Дубровина, погибли в этой столетней войне или были изгнаны с родной земли на чужбину в Турцию. Черкесы и их потомки увидели, что означает национальное неравенство и что такое невольничьи рынки на Востоке, где они вынуждены были продавать одних детей, чтобы прокормить других. Потомки изгнанников и сейчас борются за выживание в чужой для них среде, за сохранение своего языка и культуры. Фадеев Ростислав Андреевич – один из тех, кто лично участвовал в Кавказской войне и знает, каким образом она завершилась. На правом фланге в Закубане на землях западных черкесов пишет: цель и образ действий в задуманной войне автор имеет в виду на ее завершающем этапе на земле западных черкесов были совсем иные, чем покорение Восточного Кавказа и во всех предшествующих походах. Исключительное географическое положение черкесской страны на берегу Европейского моря, приводившего ее к соприкосновению с целым светом, не позволяло ограничиваться покорением населявших ее народов в обыкновенном значении этого слова. Не было другого средства укрепить эти земли за Россией бесспорно, как сделать ее действительно русской землей. Меры, пригодные для Восточного Кавказа, не годились для Западного. Нам нужно было обратить восточный берег Черного моря в русскую землю и для того очистить от горцев все побережье. Надобно было истребить значительную часть закубанского населения, чтобы заставить другую часть безусловно сложить оружие. Изгнание горцев и заселение Западного Кавказа русскими – таков был план войны в последние 4 года. По свидетельству этого же автора, густые массы черкесского населения занимали равнины и предгорья. В самых горах жителей было мало. Главная задача черкесской войны состояла в том, чтобы сбить неприятельское население с лесной равнины и холмистых предгорий и загнать ее в горы, где ему было невозможно долго прокормиться, а затем перенести к подошве гор самое основание наших операций. Военно-политический гнет, по словам Волконского, создавал порядки стеснительные и невыносимые для значительной части населения. Примером ведения войны против черкесов может служить тактика генерала Заса, который покорил восточное Закубане, районы, где проживали адыги и абазины-ашхарцы. При любой возможности уничтожались посевы и запасы зерна. При нападении на села царские войска открывали огонь из артиллерии по хижинам. Для захвата и угона царского скота уничтожались запасы сена, вследствие чего адыгам приходилось выгонять скот на равнинные пастбища, где он захватывался и угонялся в ближайшие станицы. Вырубались сады и виноградники для принуждения черкесов покинуть гористую часть страны и тем самым ослабить их сопротивление.
Командующий российскими войсками на Кавказской линии генерал Вильяминов в докладной записке командиру отдельного Кавказского корпуса барону Розану от 20 мая 1833 года писал о стратегии колонизации Черноморского побережья. Занять устье рек, впадающих в Черное море, дабы горцы не могли получить жизненных потребностей от турок. А смысл этих операций состоял в том, чтобы истребить население, освободить земли от черкесов, заселить их станицами вслед за войсками. В результате такой политики, как свидетельствует автор, только с весны 1861 года до весны 1862 в Закубанском крае воздвигнуто 35 станиц с населением 5482 семейства, образовавших 4 конных полка. Далее Фадеев заключает: горцы потерпели страшные бедствия, в этом нечего запираться, то есть оправдываться, потому что иначе и быть не могло. Мы не могли отступить от начатого дела и бросить покорение Кавказа, потому только что горцы не хотели покориться. Надо было истребить горцев половину, чтобы заставить другую половину положить оружие. Но не более 10 части погибших пали от оружия. Остальные свалились от лишений и суровых зим, проведенных под метелями в лесу и на голых скалах. Особенно пострадала слабая часть населения, женщины и дети. Когда горцы скопились на берегу для выселения в Турцию, по первому взгляду была заметна неестественно малая пропорция женщин и детей против взрослых мужчин. При наших погромах множество людей разбегалось по лесу в одиночку, другие забивались в такие места, где нога человека прежде не бывала. Не меньше поражает воображение современника, ставленник царизма на Кавказе генерал Зас. Вот выдержки из Ларера. Поддержание проповедуемой Зассом идеи страха на нарочно насыпанном кургане у прочного окопа при Зассе постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развивались по ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище. Раз Зас пригласил к себе мадам Нарышкину, и она согласилась с условием, что неприятельские головы будут сняты. Зас исполнил ее желание, и мы все были у него в гостях. Зайдя как-то в кабинет генерала, я был поражен каким-то нестерпимым, отвратительным запахом, а Зас, смеючись, вывел нас из заблуждения, сказав, что люди его, вероятно, поставили под кровать ящики с головами. И в самом деле вытащил перед нами огромный сундук с несколькими головами, которые страшно смотрели на нас своими стеклянными глазами. «Зачем они здесь у вас?» – возразил я. Генерал Зас ответил: «Я их вывариваю, очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам к друзьям моим профессорам в Берлин». В романе Голубова «Солдатская слава» приводится эпизод, когда казачки выходили на места битв и отрубали голову у убитых черкесов, которых за какую-то плату поставляли генералу. Генерал Филипсон, описывая, как Зас охотился за партией закубанцев, прорвавшихся к Кисловодску, завершает свой рассказ так: Зас по обычаю приказал отрезать головы убитых и с этим трофеем возвратился в свой прочный окоп. Горцы же, как известно, оставили в том бою 42 тела. Дальше Филипсон рассказывает, как встретил Заса зимой в Ставрополе, едущего в санях. За санями Заса следовали еще одни, укрытые полостью. Зас объяснил: «Еду в отпуск и везу Вильяминову с дачи решенные дела». Затем он откинул полость на вторых санях и продемонстрировал Филипсону штук 50 голых черепов. Сам генерал Вильяминов, соратник Ермолова и почитатель французских энциклопедистов, платил солдатам и казачкам по червонцу за отрубленную горскую голову, а голову потом отсылал в Академию наук. В результате во время экспедиции за тело каждого убитого черкеза начиналась упорная драка. По возвращении из экспедиции головы зашивались в холсты и возились на казачьих пиках. По официальному приказу генерала Засса и Евдокимова солдатам и офицерам русской армии разрешалось надругательство над черкесскими девочками лет 7. После поражения и пленения имама Шамиля значительная часть адыгов, черкесов, Западной Черкесии, в первую очередь самое могущественное племя Абадзехи, выразила готовность подчиниться Российской империи. Однако такой поворот событий в конце войны не устраивал часть верхушки Кубанской и Кавказской линии. Они хотели получить
имения на землях черкесов, которые, как они считали, должны быть истреблены, а остатки переселены в засушливые восточные земли Ставрополя, а лучше всего в Турцию. Автором такого варварского плана завершения войны на западе Черкесии был граф Евдокимов. Против изгнания и геноцида черкесов выступали многие генералы: Филипсон, Рудановский, Раевский-младший, князь Абрелиани и другие. Но поддержка Александром II варварских методов покорения Западной Черкесии Евдокимовым сделала свое дело. Более того, император торопил Евдокимова, чтобы европейские державы не успели помешать истреблению и депортации черкесов. Горцев-переселенцев 1860-х годов, то есть черкесов, убыхов и других, не подчинившихся до 1861 года царским властям горцев Северного Кавказа, прекративших сопротивление, но отказавшихся переселяться в болотистые низины Кубани на плоскость, сгоняли под конвоем на берег Черного моря, зачастую вдали от населенных пунктов, где они скапливались большими массами и находились месяцами, страдая и умирая от голода, холода и инфекционных болезней. Инфекционные болезни послужили причиной тому, что российские судовладельцы от перевозки горцев всячески уклонялись, а из турецких на это шли зачастую беспринципные камевояжеры, набивавшие корабли переселенцами сверх меры, что вело к высокой смертности среди иммигрантов также и в пути. На малоазиатском побережье Турции, куда прибывали корабли с переселенцами, их ждали карантинные лагеря, зачастую не обеспеченные должными условиями для жизни и питания. В итоге султан был вынужден издать особый фермат, запрещающий горцам продавать своих детей и жен, хотя таким способом они скорее спасали близких от смерти в лагерях. Генофонд черкесского народа на Северном Кавказе был по сути подорван. Оставшаяся небольшая часть народа была расселена по произволу царских властей на менее пригодных для жизни землях. Об итогах своего злодеяния Евдокимов писал Александру II следующее. В настоящем 1864 году совершился факт, почти не имевший примера в истории. Огромное черкесское население, обладающее некогда большим богатством, вооруженное и способное к военному ремеслу, занимавшее обширный Закубанский край от верховьев Кубани до Анапы и южный склон Кавказского хребта от Суджукской бухты до Бзыба, владея самыми неприступными местностями в крае, вдруг исчезает с этой земли. Граф Евдокимов был награжден орденом Георгия II степени, получил звание генерала от инфантерии, а также стал хозяином двух имений: под Анапой в 7000 десятин, под Железноводском в 7800 десятин. Но петербургское общество к его чести не разделило восторга императора. Оно холодно встретило Евдокимова, обвинив его в варварском методе ведения войны, неразборчивости в средствах, в жестокости по отношению к черкесам, которые имели перед Россией немало заслуг в прошлом русско-адыгской истории, особенно при Иване Грозном и Петре I. Предпринятые в СССР меры по возрождению адыгов на исторической родине после революции 1917 года вызывают признательность и благодарность адыгов на родине, а также черкесской диаспоры за рубежом. Однако созданные в 20-х годах прошлого века Адыгея, Черкесия, Кабарда и Шапсугия остались разрозненными, и каждая часть черкесского этноса, лишенная единой исторической памяти, единой территории, единой экономики и культуры, духовности в ее целостном виде, развивается не по сходящемуся, а наоборот по расходящемуся вектору движения. Это наносит очередной непоправимый урон единству и возрождению черкесского народа. 21 мая 1864 года, то есть в день окончания Кавказской войны, когда царские генералы рукоплескали в верховьях реки Мзымты по поводу своей победы над адыгами, из Анапского порта со слезами на глазах уплывали от берега 20 тысяч черкесов, половина из них погибла в море. Этот день считается днем завершения массового выселения адыгов. В течение осени 1863 и 1864 года было выселено 418 тысяч человек. Всего же через восточные порты Черного моря с 15 по 65 год было отправлено около 500 тысяч западных адыгов
кабардинцев в XIX веке было выселено около 60 тысяч человек. А самое главное, геноцид и изгнание черкесского этноса с исторической родины до сих пор еще не получил оценки в официальных государственных актах России, Англии, Франции, Турции и других государств. Солидарность государств и народов позволила осудить геноцид армян в годы Первой мировой войны и геноцид евреев во время Второй мировой войны. А факт геноцида черкесов не получил соответствующей оценки ни в ООН, ни в ОБСЕ. Однако Организация народов, не представленных в ООН, несколько лет назад приняла по данному вопросу резолюцию и обращение к президенту Российской Федерации. Друзья, выпуск довольно грустный, его действительно тяжело слушать, но тем не менее мы хотим услышать вашу обратную связь, ваши отзывы, ваши комментарии под видео. Ставьте лайки, чтобы это видео лучше распространялось в сети. А также делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. С вами был Ринат Хабибуллин и не только татары сквозь время. Ассаламу алейкум, саубалах, и до новых встреч. Пока.